Компьютеры и информационные технологии – это не только игры, но и целая наука. Важно с раннего детства обучить детей компьютерной грамотности. Ведь век технологий, знание языка программирования дает массу преимуществ. Преподаватели Центра образования решили начать с облачных сервисов, приобщить к правильной работе с интернетом и другими сервисами. Главная задача IT-уроков. Обучаться в таких без преувеличений инновационных классах – одно удовольствие. Ведь для хорошего понимания сферы IT хорошее оборудование просто необходимо. Современные ноутбуки и огромная информационная доска становятся не просто атрибутами, а самыми настоящими проводниками в мир информационных технологий. Тема сегодняшнего открытого урока – сети и облачные сервисы. Сервисная программа Ping необходима для того, чтобы узнать, доступен ли сервер, и оценить примерное время его отклика. Для ее запуска в операционной системе Windows откроем командное окно с сочетанием клавиш Win и R. Ученики 6 класса внимательно слушают преподавателя. Вопросы им знакомы по урокам информатики. Но одно дело теория и совсем другое применить знания на практике. Первые вопросы посвящены интернет-соединению и как бороться с плохим коннектом. Также, чтобы информация легче усваивалась, для школьников подготовили тематическую игру. И еще один раз вперед, да? Проверим? Мухаммад Измайлов с легкостью управляется клавиатурой и мышкой. Открыть командную строку и узнать задержку соединения интернета для него не проблема. Мухаммад настоящий гик в компьютерной сфере. Пару кликов, и он уже на 3-м уровне компьютерной игры на знание интернет-соединения. Такие успехи и самое главное желание обучаться появились не на ровном месте. Мухаммад планирует связать свою жизнь именно со сферой IT. Вообще урок информатики это очень интересный урок. Я этот урок люблю больше всех и хожу на него с удовольствием. Сегодняшняя викторина, игра ваша, как она, по-твоему, сложно тебе ее проходить? Не, она не сложная, она больше всего интересная. В нее очень интересно проходить. Ты напрягаешься, эта игра сама логическая, можно сказать, и на математику она, но эта игра вообще не сложная, ее пройти можно легко. Раяна Булгучева также делает успехи на уроках информатики, поэтому выполнить базовое задание преподавателя для нее не составляет особого труда. Устоялось мнение, что информационными технологиями занимаются только мужчины. Однако Раяна с этим в корне не согласна. У нас дома есть компьютер, я тоже работаю, учусь потихоньку. Сегодняшняя игра мне знакома, а проходить уровень мне не дает сложности, поэтому я так быстро закончила. Это уже второй из 5 открытых уроков Центра образования в детском технопарке «Кванториум». Прошлое занятие было посвящено теме «Большие данные». Обучить подрастающее поколение современным технологиям на примере реальных условиях очень важно, ведь именно практика позволяет обуздать такой огромный поток информации. Сегодня рассказывали детям, что сети и облачные технологии развиваются очень быстро, и практически любая деятельность человека уже связана и каким-то образом зациклена на этих технологиях. Мы пользуемся телефонами, мы пользуемся различными облачными технологиями и в своей повседневной работе, даже когда отправляем фотографии, какие-то сообщения по мессенджерам, и знать как это все происходит, и обезопасить себя от различных взломов и так далее, это очень хорошо и полезно, я думаю. Впереди у школьников еще много информации и открытий. Следующие занятия запланированы на начало 2020 года и будут посвящены компьютерной безопасности и искусственному интеллекту. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.